это не первая такая резолюция, принятая Палатой представителей Соединенных Штатов Америки. Об этом неоднократно заявлял и Марко Рубио, что мы должны учесть и адресовать проблему беженцев из Нагорного Карабаха, а также заключенных. Об этом говорил также Волц, это советник по национальной безопасности, бывший советник президента Соединенных Штатов Америки. Но до сих пор конкретных шагов мы не видели по этому направлению. Я не могу сказать, во время закрытых переговоров об этом они разговаривают с президентом Азербайджана или с представителями азербайджанских властей. Но до сих пор мы не видим никаких подвижек по этому направлению. Мы также слышали позицию премьера Армении Никола Пашиняна во время его выступления на сессии ООН. Он сказал, что этот вопрос обсуждается также с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Все зависит от того, будет ли этот вопрос включен в повестку отношений Азербайджана и Соединенных Штатов. Потому что мы видим, что этот новый этап в их отношениях, Алиев об этом заявил тоже во время сессии ООН, открывается новый этап для отношений, для урегулирования отношений, потому что мы помним, что во время президентства Байдена эти отношения были натянутыми. Так что я думаю, что Дональд Трамп, если он захочет, если он использует рычаги давления, которые есть у Соединенных Штатов на Азербайджан, может урегулировать этот вопрос. Но он это сделает или нет, мы должны понять, что сейчас обстановка в мире очень натянутая, и армяно-азербайджанский конфликт уже исчерпан. Мы говорим о беженцах из Арцаха, и этот вопрос, я не думаю, что сейчас стоит в повестке дня у президента Соединенных Штатов Америки. Мы помним, что в 2020 году он также говорил о решении арцахской проблемы по сценарию Косово. Мы это помним. Но после этого он сейчас также не говорит об этом, сейчас говорит о возвращении беженцев или об их правах. Он заявил об этом. Но я думаю, что Дональд Трамп — это тот президент, который может что-то обещать. Мы видим это на примере Украины, что-то сказать, потом на следующий день сделать совершенно противоположные заявления. Поэтому Дональд Трамп, он медийный человек. Он что-то обещает, на камеру что-то говорит, потом его действия отличаются от своего заявления. Я думаю, что армянская сторона тоже может играть здесь главную, важную роль, чтобы продвигать этот вопрос. Но я вижу позицию Никола Пашиняна. Он дистанцируется от этого вопроса по поводу возвращения армян в Арцах, потому что когда ему задают этот вопрос, он спрашивает, а как это может произойти, а где будут гарантии безопасности. Он заявил, что не видит это в ближайшем будущем. Так что я думаю, что если армянская сторона сама не продвигает этот вопрос, Дональд Трамп может что-то заявить, а потом, я уже сказала, из-за геополитической ситуации, которая каждый день накаляется в Европе, не может предпринять никаких шагов или усилий для продвижения этого вопроса.